Добрый вечер. А теперь о главном. Одним из последних своих указов перед отставкой президент Сооронбай Жээнбеков 14 октября снял с должности посла Кыргызстана в России Аликбека Жэкшенкулова с формулировкой «в связи с утратой доверия». Сообщается, что сам посол узнал о своем увольнении из прессы. Многие политики, эксперты, журналисты и рядовые граждане выражают в связи с этим свое недоумение. Обвинение «утрата доверия» очень серьезное, а в случае с послом граничит, наверное, даже с госизменой. Такого в истории Кыргызстана не было. В последние годы появлялось очень много публикаций о коррупции в структурах МИДа, о недостойном поведении тех или иных дипломатов, которые впоследствии становились даже министрами, о дружеских и семейных связях между высокопоставленными сотрудниками министерства. После указа об увольнении Жэкшенкулова такие публикации о нем тоже не замедлили появиться. Приводятся разного рода причины, в том числе и ноты кыргызского посольства в МИД России или Евразийскую комиссию, не согласованные предварительно с кыргызским МИДом или правительством, а также участие посла в саммите ЕАЭС в Ереване 9 октября, что все можно расценивать как самовольничание. А перед внеочередным заседанием Жогорку Кеңеша 10 октября, на котором кандидатура Садыра Жапарова в премьер-министра была утверждена, но вызвала потом споры, вице-спикер Аида Касымалиева предложила кандидатуру именно Жэкшенкулова в качестве альтернативы Жапарову. В соцсетях назывались и другие, в частности, приводилось имя Талатбека Масадыкова, но выдвижение именно Жэкшенкулова вызвало резкое неприятие. Особенно эмоционально вели себя сторонники Садыра Жапарова, которые вообще очень агрессивно реагировали и реагируют на любые действия или высказывания, которые могут создать даже самый незначительный дискомфорт для своего кумира. Один из лидеров кыргызской диаспоры в Москве, Карим Төребеков, в тот же день, 10 октября, выступил резко против выдвижения Жэкшенкулова. Если вы сегодня собираетесь выставлять свою кандидатуру, выступите сейчас в прямом эфире и откажитесь. Откажитесь, Аликбек Жэкшенкулов. Мы знаем, откуда вас назначают и с кем вы ведете переговоры. Обращаюсь к кыргызской диаспоре в Москве. Все вы меня знаете. Пусть Жэкшенкулов откажется. Если он будет баллотироваться, он враг кыргызского народа. Период времени в 10 дней между 6 и 15 октября был очень сложным. Судьба власти висела на волоске. Руководители силовых органов почти все сбежали, как будто выполняли команды своих кураторов из одного единого центра. Президент смог ввести режим чрезвычайного положения только после того, как снял с должности начальника Генштаба и назначил вместо него бывшего министра обороны Эмиралиева. Однако Жогорку Кеңеш, который должен был утвердить этот указ президента, иначе через 3 дня он утрачивал силу, не поддержал президента, как будто тоже выполнял указания из того же центра и проигнорировал президента, перед которым ранее лебезил, дав тем самым всем сигнал, что Акела промахнулся и теперь не имеет шанса восстановить не то что свою власть в стране, но даже авторитет в обществе и среди политической элиты. Во вторник, 13 октября, в Бишкек прибыл замглавы президентской администрации России. И 3 человека, Сооронбай Жээнбеков, Садыр Жапаров и Дмитрий Козак, вместе обсуждали сложившуюся ситуацию. Примечательно, что через день, 15 октября, стало известно, что Москва приостанавливает финансовую помощь Кыргызстану. В промежутке между двумя этими днями, 14 октября, и был уволен посол Жэкшенкулов. В сложной ситуации роль посла в Москве мгновенно выросла на порядок, и он, видимо, решил не ввязываться в действия, исход которых все равно уже был предрешен, но и Москва могла иметь на него виды. В такой ситуации уходящий президент принял достаточно эмоциональное решение в отношении посла, и точно так же вели себя ведь многие, поэтому и были сняты с должностей главы ГКНБ и МВД или секретарь Совета Безопасности. Сложная ситуация ярко выявила, кто есть кто. Это была программа о главном. Ее вел я, Наран Аюб. Всего вам хорошего и до свидания.